Я приглашаю на сцену председателя Государственного совета Республики Коми Надежду Борисовну Дорофееву. Добрый вечер, дорогие земляки, уважаемые друзья. Сегодня мы все с вами собрались на вечер памяти великолепного оперного и камерного певца, заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Коми Алексея Васильевича Моисеенко, которого по праву можно назвать гордостью Республики Коми. Каждому из нас по-разному пришлось в жизни общаться с Алексеем Васильевичем. Мне лично с ним довелось работать в последние годы по, так скажем, в рамках предвыборной кампании, в рамках, может быть, политической работы. Алексей Васильевич, обладая великолепным голосом, драматическим тенором большой силы, которому покорялись залы мирового уровня, но он еще и выступал на площадках домов культуры, пригородных поселков нашей столицы и городов Республики Коми. Человек с великой силой харизмы, человек с великим характером и, я бы сказала, человек с большой буквы, человек, который умел поговорить с представителем любой аудитории, который очень легко поднимал настроение, наверное, об этом сегодня будут говорить, обладал юмором, был легок на подъем, а самое главное, умел объединять людей. Я думаю, что сегодня с небес Алексей Васильевич наверняка, его душа радуется тому, что полный зал почитателей его таланта сегодня пришли поприветствовать его голос, его талант и, конечно же, его память об этом человеке. Я хочу сказать, что сегодня в зале присутствует очень много депутатов Государственного совета. И хочу обратиться к Валентине Васильевне, супруге Алексея Васильевича, боевой подруге Алексея Васильевича, нашей коллеге, за то, что Валентина Васильевна так трепетно чтит память великого, талантливого человека, супруга, друга, за то, что Валентина Васильевна чтит память о его таланте. И, конечно же, я думаю, что все, кто сегодня в зале, сегодня неравнодушны к его голосу и лично к человеку с большой буквы. Уважаемая Валентина Васильевна, храни вас Господь, пусть жизненные силы вам помогают дальше сохранять память об Алексее Васильевиче. И примите эти цветы в знак уважения, памяти, доброй памяти о Алексее Васильевиче Моисеенко. Спасибо вам, Валентина Васильевна. Вы заслуживаете самых лучших. Дмитрий, пожалуйста, включите второй букет тоже. Хочу сказать, что мы, наверное, самые теплые слова должны все-таки в адрес его любимых зрителей сказать. Да. И у нас будет блог, у меня будет такая возможность, дорогие друзья, и мы обязательно вспомним его очень весело. И как-то я сижу, и у нас несколько такое напряжение в зале. Сейчас поднимем. Вы веселитесь, вы знаете, что он всегда любил шутить, и все, что будет потом, по-моему, это будет в том русле, как было это всегда. Показать те яркие,
и бурные страсти, которыми жил всегда Алексей Васильевич. Свой первый концерт из цикла «Мои кумиры» он посвятил Николаю Сличенко. Вы знаете, это блестящий российский цыганский певец, руководитель театра «Ромен». И Николай Сличенко был всегда для него кумиром, для него образцом потрясающего певца, интересного, яркого человека, артиста. И вот все эти страсти он выплеснул во время концерта, потому что он всегда был непокорным, неуживчивым. Он всегда любил говорить правду, он был очень искренним человеком. Он боролся за справедливость. И в то же время, тут же в кругу семьи, он становился мягким, нежным, таким теплым. Он обожал свою семью, обожал свою кошку. Он собирал потрясающие коллекции кукол, клоунов, птичек. И чего только не было в его коллекциях, он все это тщательно оберегал, хранил и относился к этому очень-очень трепетно. Так вот, бурные цыганские страсти сейчас проявятся как раз в следующем номере. Я приглашаю Ольгу Кравцову, солистку филармонию, вместе с ней Сергея Самойлова, исполнителя на скрипке, и Ивана Исупова, концертмейстера. Все, что было. Что было, все, что было.